я тоже вот сижу, смотрю, что творится, блин, в Западной Европе, блин, как эти мусульмане, блин, ваххабиты, не знаю, кто, салафиты, выходят на улицы, требуют, блин, установить шариат, бля, в Европе. И я просто в ахуе. Тем самым я все сильнее начинаю ненавидеть эту религию, блядь. Вот, короче, Дирелич тоже это понятно, просто я раньше сам был верующим, понимаете, я сам был верующим, я читал намаз 5 раз в день, понимаете, все делал. А потом, когда начал изучать все это углубленно, хадисы, вот эти вот противоречивые аяты Корана, несопоставление там каких-то там рассказывают про какие-то, блин, идиотские истории, которые вообще противоречат, блин, критическому мышлению и научным фактам. И я задал себе вопрос, да, так, блин, я вроде химик, человек, который, блин, изучает науку, то все, ты вроде бы я понимаю фундаментальные основы какие-то мироздания, то все, блин, а потом тут, блин, и все это начало противоречить, да, там каким-то моральным нормам, этическим нормам. И я, короче, позвонил своему одному другу, он тоже такой мусульманин, я говорю, слышь, братан, я что-то в последнее время разочаровался, короче, в нашей религии. А он говорит, получается, ты кафир, говорит, ты вышел из ислама, говорит, но он такой прям верующий, слишком верующий. Он говорит, тебе нужно, короче, ты кафир, короче, либо возвращаешься, либо ты наказываешь, тебя наказывать надо. Я говорю, как наказывать? Ну, вот так вот достоверно в хадисах говорится, то, что пророк, типа, мир ему, благословение, сказал, тот, который выше покидает ислам, не вернется, не возвращается обратно, ему, короче, нужно казнить, отрубить голову. Я, блядь, говорю, ты что, шутишь? А он мне сказал, ты мне больше не друг. Послал его нахуй. Пошел в магаз, купил 2 бутылки пива, бахнул, я сказал, в жопу этот ислам, блядь. И при этом ты сам себя начинаешь, вот совесть начинает грызть тебя, да? Сам себя, короче, начинаешь ненавидеть, то, что считаешь себя грешником, то все. В исламе много ответвлений, чем в христианстве даже, например, их больше 70, да, они все друг друга считают кафирами, неверующими, салафиты эти, блин, ваххабиты, эти сунниты, шииты, блин, там еще кто-то есть, блядь, он не понимает, он просто на эмоциональном уровне, Альшер, эмоциональном уровне, он не основа ислама, он не понимает это. Он не знает, что такое таухид, он не знает, что такое это фундаментальная основа ислама, что вообще это, как говорится, вероучение, его минусы, короче. То же самое Сердар, Ходжи Пес. Либо он знает, для этого он вообще мошенник. Да, просто порой хочется выйти в Ютубе, высказаться, да, вот про всю вот эту вот ересь. Потом скажет то, что, блин, правозащитник разжигает межрелигиозную там рознь. Смотрите, чтобы это было эффективно, нужно подумать, только вам это написать или в целом как вообще, куда это донести. Давайте я разузнаю. Да, сделаем, без проблем. Только нам смотрите, что нужно сделать. Я разузнаю, как будет эффективнее, куда писать, как писать и кому писать. И, скорее всего, я сам буду от вашего имени тут все это доставлять в Европе. Я же тут нахожусь. Да, посольство все это не рассматривает. Это, скорее всего, нужно опять через суд, через полицию как-то делать. Сейчас вот эти вот идут волнения, да, антиисламские в Западной Европе. По-моему, можно воспользоваться этой ситуацией. Я поинтересуюсь тут польскими исламофобами, которые не любят муслимов, вот, и как можно на них надавить, вот, через какие механизмы. Мне придется это изучить. Это заявление, смотрите, как нужно сделать. Нужно как-то местного чувака натравить на них, и все. Гражданина Европы, да, гражданина Европы просто нужно натравить на них. И это нужно сделать эффективно, чтобы она работала. Вот я, например, первую процедуру уже запустил. Я же не просто пошел туда, там, куда-то пожаловался, нет. Я пошел именно в нужные инстанции. В нужные инстанции. Потому что это глобально, когда доводишь этот материал до отдела по безопасности государства, и когда они реально интересуются этим вопросом, вот этому есть резон. Тем более Сердар Ходжи Пес, он 2 раза получил отказ, плюс у него Интерпол, плюс религиозник. Давайте я запишу себя, его аж не забыть. Да, в принципе, эту информацию она же защищается законом, никто это не делится. Не, смотрите, простите то, что перебил, да? Обычно, когда джинны начинают преследовать человека через Интерпол,
Каких личностей? Если эти личности особо опасны для режима. Сердар не особо опасен для режима. Как он может быть особо опасным для режима? Это же не Мухтар Аблязов. Это же не Навальный, блядь. Туркменский режим до этого в Интерпол давал только, знаете, этих оппозиционеров 90-х годов при Ниязове. Бердумухамедов, он тихушник. Он тихушник, понимаете? Он сделал себе, понимаете, он сделал себе урок на ошибках Ниязова. Он дружит с Евросоюзом. Он выполняет их, он пляшет под их дуду. Как пляшет? Он там платит деньги, вступает в организации, там, понимаете, проводит какие-то акции в Туркменистане. Поэтому Евросоюз закрывает глаза на это. И он не поднимает шум. Он, если дает в Интерпол кого-то, в этом есть большой резон. Либо дает в Интерпол вот этих вот беглых чиновников, которые там реально могут нанести ущерб режиму, да? Чересчур много знают. У него жопа горит, потому что ему никто не помогает. Его всех кинули. У него жопа горит. От этого не будет толка. Можно сделать, от этого толка не будет. Это уже можно. А потом я разузнаю, какие органы и как все это передать, чтобы было эффективно. И все. Это понятно, смотрите, это понимаю. Цель такая, чтобы он заткнулся и чтобы его оттуда депортировали. Вот и все. Поэтому смотрите, то, что вы говорите, это понятно. Сигайдан задник за каршилы клублясим, что могут сказать? Просто, подавай в суд, типа. Тут по-другому нужно действовать. Можно это сделать, записать этот видеоролик, это понятно. Нам нужен эффект. А чтобы добиться хорошего эффекта, нужно разузнать, куда это отправить. Как это сделать? Вот и все. Вот что главная проблема. Поэтому, скорее всего, и это нужно подать так, чтобы не казалось якобы вот эти вот междугрупповые неусобицы, да, грызть вот эти вот бір-бірлерінің күшін еутран бір какой-то бір топарлар, группировкалар деп пикир этмен эмес, да? Вот как-то так. Да. Они же это поймут, потому что, столько сообществ, столько, оппозиционных движений за границей, которые уехали из Центральной Азии, из других стран. Они же с этим уже несколько лет сталкиваются. Вот. Вы думаете, они это не знают? Они все это прекрасно понимают, то, что, эти группировки могут друг другом там обвинять друг друга в чем-то, там могут строить козни против друг друга. И поэтому они стараются держаться от этого подальше. Нужно это по-другому сделать, по-другому. Об этом нужно подумать, разузнать. Потому что подавать в суд, например, я его могу тут подавать в суд. У нас сейчас мой адвокат, сейчас наш адвокат в организации, он одним судебным делом занимается. Параллельно другого адвоката подключать нужны ресурсы. Ресурсы можно найти, я смогу даже найти эти ресурсы. Просто тратить время и деньги на этого говнюка не хочется. Потому что он того не стоит, его просто напугать надо и все. Он должен бояться своей задницы, шкуры и все. Смотрите, убежище когда отказывают. Если человек, например, нарушает конвенцию, есть специальные пункты. В 1956 году, когда приняли конвенцию, в этой конвенции есть оговорки, в каком случае отказывается, не удается. То есть в его высказываниях, его призывах есть нарушение вот этой вот конвенции. Нужно это прочитать. И нужно составить письмо так, вместе с переводом донести до них, до нужной организации, к которой мы дойдем, и указать то, что он вот так-то вот делает, нарушает конвенцию. И все. Mitingi sağlam geçti bilsek provokasiyası. Serdar Hoca'yla Pesvam geldi bakmadı mitinge. Vatandaş hem adam çağırdık. Mitingin anonsunda zaten yazdık. Mitingde başka opozisyon kuramaları ya da başka aktivistlerin toparlarını kemsitmeklik qadağandır. Böyle Polşada registrasiya ettirecek bu. Yaxşı. Fond hökmünde açacak bu. Biz görelim. Kanı fond hökmünde iki adam var. Nasip olsa çıkarmalı onu. Polşanın midine geçti dokumentleri. Nasip olsa boşlularını mədi bolar. Lisepası meselesine koşulmaya geldi. Biraz bir magazine yaradı. Geçti yeme. Bir zadalın özmü. Onun özü tutmanın, bakımanın işine de göre yani ekranın arkasındaki. Deməli, gördüyünüzdən bir videoda mən Hamala Azad Bayitbayev, agent İşlet Murat Qurbanov aylık bir şeylidir. Yeriyim öz videorolimdaydı. Mən Hamala OBS'de Azad Bayitbayev, Murat Qurbanov, Azad Bayitmişim. Azad Bayitbayev, agent Bayitmişim. Hamala bana Ermənistandan xabar gəlmişdi. Ben
Mana Azat Toyibboyev agentlik deb aytibmish Murat Qurban. So'ng Murat Qurbanov nima diralish zonaga etmazinden Murat Qurbanov bilan gaplashgan. Murat Qurbanov bilan bir zatlar bo'ladi. So'ng aytdi, men shu Germaniyadagi bachani bildim, zodi bildim. Men o bachani suvda beraman. Murat Qurbanov bizimle reis Kerim Zonovic. Kerim Zonovic'den Nadejda aytmış. So'ng suvda bölecek bo'lib ko'rishimiz zot bot dedi. So'ng izimden ham Nadejda Murat'a chiqarib, sen aydın mı deb aytding, aytib sana desen, yo'q, men u aysakda aydam yo'q demiş. Allah, so'ng Kerim Dalboyeva O'zbekiston правозащитники, bize organizatsiya O'zbekiston bize Ассоциация прав человека в Центральной Азии deb turadi. Hamma yurtdan bor ekan. Nima? O'zbek odam emas. Shunday bo'ladi adayda ya. Qaysi bortadığını bilmasın bilim. Bachani bo'tini kovchalasam, uni deport ederlar, потому что закрытый лагерь yatar. O'zim нелегально трафик bilan заниматься deykan odam. Это нарушение закона о сохранности личной информации. Men uni bora so'zi teksam sudda chaqirlandi, menga kontrprimyer keltirmadi. Sen nima uchun shu odam o'sha qilgan deb aytdi. Ayda tranzatlarning hech nimasi yo'q. Даже man bir yerda pul so'rabman deb yozib turgan kapitalistika ko'rsatgan adayda ya. Факт получения денег было. Или же против туркменов борюсь, да? Плюс Сердар Ходжинепесов ответит за свои травмы. Плюс комментарий бар. Abdullah депортация tayindi. Nurcan Apayan tersinde maalesef de yazan, к сожалению, депортация yazan. Сегодня листовки раздал. Еще осталось. По Варшаве, Bulгарии кидали. Завтра меня, я еду в национальную безопасность Польши. Помните, я рассказывал то, что за мной тут следили, там Сердар Ходжинепесов пытался выяснить мой адрес, вот. Еще 100% не знаю, они следят ли за мной или нет, потому что они демонстративно начинают следить за мной после того, как мы как-то тут начинаем проявлять активность, понимаете? Теперь смотрите. Я не знаю, но то, что он себя ведет так, понимаете, ведет там, несет ахинею против меня, вот, клевета, то, что он пытался настойчиво пытался выяснять мой адрес. Я хочу связать все это, понимаете, со слежками. А Сердар Ходжинепесов тем более два раза получил отказ. И плюс сейчас в Европе идет антимусульманское, понимаете, антимусульманский настрой. Вот. Я хочу донести до него, чтобы они им занялись. У меня есть то, что он же пытался там заставить меня написать ему письмо поддержки, же ему отказал. Вот, то все, короче, Ну, у меня там уже есть, там против нашей организации сейчас начали заниматься еще отдел по борьбе с терроризмом в Узбекистане, в Казахстане, то есть вот, все, сейчас этим ассоциации начали заниматься эти структуры. Короче, я знаю, как это связать, вот. И пусть занимаются им, пусть проверяют, он испугается от этого, вот. Либо потом у него вырастут шансы депортации, потому что если он туда даже поедет, его не будут пытать, Сердара, потому что он же лицемер, он сразу может, он сдаст всех с потрохами, чтобы свою шкуру спасти. Вот, поэтому я не спешил, потому что почти месяц тому назад я польским спецслужбам написал сообщение, рассказал им про слежки, про всю ситуацию, вот. А это им интересно, потому что если тут гуляют агенты наших спецслужб, короче, завтра расскажу все, пусть Сердара тоже помутузят, его не отправят, потом за Керимова. Короче, сделаем так, и все. Плюс Сердар Ходжинепесов ответит за свои травмы. А если Сердар Ходжинепесов önce men TikTok'umda zat yazıptı, kommentariy yazamana, Facebook'ta ham koyuptu, özünün Facebook'unda ham zatlar oturadi ya. Farid Тухпатуллин, zatlar emmas, подписан же на него. И он хотел, походу, меня дискредитировать, и сон ТикТок'та ham manga yazıp oturan pul so'rab yursan deb. Men ham kommentariy yazdım. Если у вас есть претензии и доказательства, подавайте меня в суд, dedim. В противном случае ответите за клевету и за травлю, деп yazdım. Сердар Ходжинепесов меня вынудил к этому, потому что до этого видеоролика он обвинял меня.
Он обвинял меня в мошенничестве. Там Сердар Ходжинепесов. Мы с ним хорошо общались до той поры, пока он меня в мошенничестве не оклеветал и все. И он под конец, короче, звонит мне где-то январın kurtarmağına 5 gün kalanda mı? Oğlanın skin mошенник, sen zayıvalan bir ettin. Короче, мошенник деп üstüme kıyırıp yatan bana ettim. Stop, nime oldu Serdar Aka? Nime мошенничествода обвиняешь desem? 5 силini veren yok. Ma ettim, окей, хорошо, это мой грех, yadımdan çıkıptı dedim. Ну, ладно, вы могли там накричать на меня, наругать, но не мошенник. Вы что, не знаете значение слова мошенник? Zaten короче, sesini çıkarmadı koydu. Bunu hem benim Polski Helsinki fondda kelimelerim hem eşitti, kollegalarım eşitti. Demeye hem bizdes udar oldu. Sonra benden soradılar, ma ettim, düşündürüp verdim sonra. Короче, это ваши терки. Ma ettim, да, это наши терки, короче, dedim. А после этого он начал меня обвинять там. Hat yazıp veren yok bana, benim arkamda duran yok. Senin için bu yola çıkmadık bizler. Allah bana kömek ederdi. Потом начал обвинять меня то, что я сотрудничаю с ТХФ. Его ебет, что ли, с кем я буду сотрудничать. Более-менее как-то с Сердаром общался, а потом с ним уже все, у нас нету общения. Так и хотел сделать, но у него не получилось. После этого, извиняюсь за выражение, у него этот пердак загорелся и начал обвинять меня в дружбе и сотрудничестве с Туркменским Хельсинским фондом. Я так смотрю и говорю, тебя это ебет, с кем я сотрудничаю, с кем я дружу.